Перед нами стоит вопрос о ответственности нашего общества за свою судьбу. Он неизбежно, конечно, в Абхазию придет, он идет уже. Институты государственного управления, они достаточно неустойчивые, достаточно шаткие. Слава Богу, новогодние праздники подошли к концу, и у нас есть прекрасная возможность подвести итоги ушедшего года и как-то посмотреть на перспективы нынешнего года. Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда», и сегодня мы будем, в общем-то, подводить итоги с нашим постоянным экспертом Астамуром Таня. Астамур, добрый день со всеми прошедшими. Я сожалею, что они прошли. Да, ну что поделаешь, придется ждать теперь следующих праздников. У нас их очень много. Тем не менее, год действительно был очень тяжелый для Абхазии, хотя по цифрам, если смотреть, то у нас как бы очередное там перевыполнение с профицитом бюджета, да, то есть мы заявляем все время одни цифры в бюджете, да, доходные части, потом выясняется, что мы их там с лихвой перевыполнили, но тем не менее ВОЗ проблем, который существовал, хронически у нас существует, он как бы без всякого оптимизма, да, то есть вот в этом, в их перспективах решения. Извини, ты сейчас мне напомнил песню «Собачьего сердца». Суровые годы проходят в борьбе за свободу страны. За ними другие приходят, они будут тоже трудны. Да. Но все-таки вот как тебе показался вот этот год? Какие все-таки ты аспекты выделил бы вот в прошедшем году вот в плане развития Абхазии, может быть, не развития, я не знаю, каких-то направлений? Ну, слушай, мне кажется, что прошедший год нам, ну и все предыдущие тоже они это показывают, прошедший еще более отчетливо, что надо шевелить мозгами, потому что мир вокруг нас меняется, погода не очень благоприятная, и здесь нужно уметь как-то самому заботиться о своем будущем, экономическом, о своей безопасности. Вот, потому что, ну, мы, наконец, мне кажется, вот эти все проблемы, которые вокруг нас происходят, они все больше перед нами ставят вопрос о ответственности нашего общества за свою судьбу. Вот, потому что, во-первых, экономическая ситуация вокруг нас неблагоприятная, политическая. Нужно думать на длительную перспективу, как обеспечивать свою безопасность с разных сторон. Вот. Так что подобные кризисные ситуации, они как раз являются проверкой на прочность. Если общество в состоянии адекватно реагировать на кризисы, оно выйдет из кризиса сильнее и более сильным. Если нет, то не хочу даже загадывать. Но, с другой стороны, мне показалось, что вот в этот год все-таки определенный вектор в том, как видит там нынешняя команда Аслана Бжания, вот этот вектор определился, да, то есть это более тесные взаимоотношения с Россией, с одной стороны. С другой стороны, вот решение экономических задач, да, президент достаточно часто говорит о том, что вот экономика должна стать там локомотивом, да, там всех этих лучшей жизни и так далее, решение там многочисленных проблем, но видение там Аслана Бжания, она такое специфичное, то есть придет крупный бизнес, да, там возьмет различные сегменты абхазской экономики, начиная там курортную сферу, там условно говоря, там тихо-тихо подбирается там Ткачев, да, крупные игроки, там потом Дерипаска берется за
аэропорт, за энергетику, я так думаю, в планах власти передать их какой-нибудь госкорпорации крупной российской энергетической, да, то есть, но мне кажется, это достаточно тупиковый период для Абхазии, там есть куча опасностей, да, вот в этом варианте, когда ты раздаешь вдруг активы, а потом оказывается, да, они, может, доход в бюджет, что какие-то денежки принесут, да, что-то увеличится, но все-таки в плане суверенитета мы будем заметно ограничены. Вот как ты смотришь на вот такие перспективы? Ну, мы как-то с тобой обсуждали, я думаю, несколько месяцев назад, может, около года назад, что эта ситуация, связанная с санкциями, введенными в отношении России, вот, она ставит перед российским капиталом проблему, куда расширяться. Потому что это имманентное свойство капитала, он стремится к расширению, освоению новых активов, новых территорий. Вот сейчас у российского капитала эти возможности существенно снизились. И, естественно, он пойдет туда, куда его допускают. Вот. Он неизбежно, конечно, в Абхазию придет, он идет уже. Вот. И тут вопрос заключается в том, как мы направим этот капитал. Можно, конечно, проводить какую-то компрадорскую политику, в результате которой все активы Абхазии окажутся в одних-двух руках. Ну, и тогда не только о суверенитете, понимаете, здесь вопрос не только суверенитета. Здесь ставит вопрос о том, способности нашего вообще государства работать в интересах нашего общества, нашей экономики, потому что иностранный капитал, он будет заточен на извлечение и вывоз прибыли с территории, освоенной территории. Это же не надо далеко за примерами ходить. Это все в истории известно. И как это происходило, это и в колониальных странах происходило, и в той же Российской империи происходило, и в Российской Федерации происходило. Вот, как вывозился капитал вот, в те сферы за пределами государства, где он мог принести, во-первых, был более защищен, во-вторых, он мог принести больше прибыли. Вот. Так что перед нами этот вопрос прямо вот сейчас стоит. Вот. Мне кажется, это задача не только правительства, потому что это чревато большими потрясениями, внутриполитическими вот, потрясениями, потому что ну, это очень многими проблемами. Не хочу даже углубляться в эту тему. Вот. Заранее надо определять правила, чтобы в одних руках не оказались целые сферы экономики, чтобы были определены правила, выгодные для наших граждан, для нашего бизнеса. Потому что есть примеры за рубежом, где без местного участия никакой бизнес развивать невозможно, в тех же Эмиратах. Вот. Я еще раз говорю, у российского капитала сейчас мало места приложения усилий. И если с ним обговорить условия, естественно, это обязанность в первую очередь государства, вот, обговорить условия, я уверен, взаимовыгодные условия, я уверен, что они будут приняты. Вот. Так вот полностью все передавать, все активы тому, кто больше заплатит, мне кажется, ну, это чревато, еще раз говорю. Но, с другой стороны, есть социальными потрясениями чревато. Не только, мне кажется. Расслоением общества, отрывом государственного аппарата от интересов собственного общества. Вот. Ну, ростом преступности. Разные вещи могут происходить. И еще одна проблема все-таки эти деньги там, олигархов, они, в общем-то, олигархами они стали на большом пространстве в России, да, то есть это как бы приход вот таких крупных
очень игроков, да, на маленькую территорию, да, где институты государственного управления, они достаточно неустойчивые, достаточно шаткие, да, и я думаю, это станет огромной проблемой для самих президентов, руководителей страны, которые будут зависеть от этого капитала. Частью этого капитала просто. Я просто боюсь, Власти, абхазские власти, сменяющиеся, это следующее, не знаю. Если будут заложены вот такие правила игры, они будут просто частью вот этого зарубежного капитала. Не президентами, а менеджерами вот этих. Да, фасадная часть. Но как избежать вот этого, в общем-то? У нас очень мало времени, нужно оговорить правила. Куда что можно вкладывать, на каких условиях вкладывать. Надо вообще сесть, посмотреть международный опыт, людей позвать, создать какой-то, провести какую-то грамотную экспертизу и определить государственную политику в этом направлении. Это сложнее, конечно, чем просто взять и открыть все ворота. Вот, это сложнее, потому что надо уметь будет говорить «нет» тоже. Но если по этому вопросу будет консолидирована позиция власти и общества, никто к нам насильно ломиться не будет. Если у нас поэтому будет разделение во мнениях, такое существенное расслоение, то, я же еще раз говорю, это чревато очень опасными последствиями для нашего общества. Раскол будет усиливаться в этом случае. Вот. Многие вещи могут происходить. Но знаешь, все-таки здесь, мне кажется, есть определенные трудности в силу того, что там уже у нас сформировалось, уже не первое десятилетие, сформировалось два лагеря, которые друг друга сменяют, и с каждым разом вот это противостояние, оно доводит до того, что их сложно, одна сторона не воспринимает другую. И садиться там и какую-то дорожную карту вырабатывать, развитие. Я не считаю, что это вопрос вообще двухсторонний какой-то. Но третьей силы не созрела. Не третьей силы это вопрос, и не оппозиции, это вопрос всего нашего народа. Здесь нужно, я говорю еще раз, создать широкую площадку, сказать, вот объяснить, вот у нас такая проблема. Мы ее хотим решить в общенациональных интересах, в интересах следующих поколений. Вот. Для этого нам нужно то-то, то-то. Давайте вместе оговорим правила игры. Это разве не твой и не мой вопрос, не вот наших коллег? Это и наших детей вопрос. Это не вопрос оппозиции. У наших детей и внуков могут быть совершенно отличные от наших взгляды, допустим. Но они должны иметь контроль над, и в широком смысле. Следующее поколение нашего народа многонационального должны иметь контроль над собственными активами. По крайней мере, над контрольным пакетом этих активов. Иначе это же, я говорю, наше государство превратится просто в фасад. Вот. Если оно сохранится, то это будет фасад. Ну, это же... Ну, ты говоришь, как-то должно это собраться, да, вот это, как его, кто должен? Ну, вот инициатором у нас, как бы, в общем-то, третья сила, которая нейтральная, которая могла бы вот так скооперировать всех, собрать, нет у нас, не сформировалась. С другой стороны, президент в свое время тоже создал комиссию по конституционной реформе, в которую, кстати говоря, и ты входил, да, вы сделали выводы, то есть разный спектр у нас был юристов, да, и так далее, причем квалифицированных, да, то есть собрал, в общем-то, кажется, всех собрал людей, которые имеют какое-то отношение к конституционному праву, да, но вы сделали свои выводы, рекомендации, но, в общем-то, он взял, отверг, потому что, наверное, вот как бы есть сиюминутные интересы, которые вот, в общем... Это отдельная тема, если тебе интересно, мы ее можем обсудить. Вот. А что касается, ну, потому что я уже не раз говорил на эту тему, разные интервью давал, и у тебя, по-моему, Саид Гизердава был в передаче, да. Вот. Мне кажется, это вопрос отдельный, отдельно его надо обсуждать. То, о чем я говорю, гораздо важнее, чем Конституция. Речь идет об экономическом базисе. Не, я говорю о механизме, как бы... Кто может быть инициатором? Могут быть группа общественных организаций, не только политических. Могут быть научный центр.
академия, Абхазский институт, университет. Мне кажется, это тоже хорошие площадки для того, чтобы эти вопросы обсуждать. И это же вопрос не популистский. Здесь не зависит, нужно не так подходить, как думает большинство. Здесь должно быть профессиональное мнение на этот счет высказано. Вот. И вообще, конечно, это еще больше вопрос о нашей программе, потому что, к сожалению, у нас программы экономические не носят в основном предвыборный характер. Вот. Я еще раз говорю, вот такие ситуации, в которых мы сейчас находимся, они перед нами ставят вызов. Если мы адекватные люди, адекватное общество, мы дадим на него правильный ответ в своих интересах. Но если у нас нет такого потенциала, или если мы его не используем, а у нас, я считаю, потенциал есть. Абхазцы, может быть, каких-то знаний нам не хватает, но даже интуитивно какие-то вещи чувствуют. Вот. У нас даже крестьянина простого ты не обведешь вокруг пальца. Да, он иногда простыми словами объяснит доходчивее, чем профессор длинной лекции. Вот я не раз с таким сталкивался. Вот. Поэтому, я думаю, у нас потенциал есть интеллектуальный. Вот. Если нам не хватает профессионалов, их надо позвать, есть опыт. Мы же не открываем, не заново велосипед не изобретаем, мы проходим тот путь, который все прошли страны. У нас мы прошли этап первоначального накопления капитала, сейчас у нас идут крупные корпорации к нам. У нас здесь крупных корпораций по определению сложиться не может, идут извне крупные корпорации. Вот как с ними иметь дело? Нужно иметь свою позицию нужно. Если эту позицию потом грамотно объяснить обществу, то и эти корпорации будут считаться с этим, понимаете? Если здесь у нас будет раздробленность по этим вопросам, базовым вопросам, то я не думаю, что мы сможем защитить наши долгосрочные интересы. Еще раз говорю, речь идет об экономическом базисе. Это основа существования государства. И из-за экономического базиса проистекает все. И нация, ее само существование, и язык, и образование, и медицина. Все проистекает из экономического базиса. Вот. У нас же, мы тоже были частью Советского Союза, у нас все Маркса и Ленина изучали, наверное, внимательно. Что-то, по-моему, не всегда понимали. Да, или делают вид, что не понимают. Вот. Очень большая задача перед нами стоит. Вот я предложил бы в качестве, что называется, застрельщиков этого дела, чтобы выступили наши научные учреждения. Университет, Абхазский институт гуманитарных исследований и академия. Вот. Может, у нее там есть какие-то другие профильные какие-то подразделения внутри академии. Вот институт, он часть академии. Вот. Чтобы они стали застрельщиками, предоставили площадку, пригласили специалистов. Сначала, чтобы мы обсудили. Если у нас есть доброе желание, добрая воля это сделать, я думаю, власть это должна поддержать. Вот. Но возникает тут другая проблема. Вот 24 февраля прошлого года, да, мир достаточно резко изменился, да, резко изменился, и вот этот водораздел между там условным Западом, там с одной стороны, с другой стороны Россией, мы как один из союзников России, да, вот оказались как бы по другую сторону баррикад, да, и, в общем-то, сейчас, в прошлом году, по крайней мере, периодически муссировалась вот эта тема открытия там второго фронта, да, там со стороны Грузии, хотя я, в общем-то, особых как бы телодвижений в этом направлении не видел, да, со стороны Грузии, да, и вот сейчас было последнее заявление, да, там о том, что Грузия ни при каких, ну, то есть Украина там попросила Грузию, да, вернуть грады, которые были переданы Грузии в 2008 году, да, вернуть эти грады, потому что Украина нуждается в
в оружии, да, и правительство Грузии отказалось, да, несмотря на то, что было достаточно сильное давление, там со стороны Запада идет в этом направлении, да, и Грузия, в общем-то, и сказала, мы покупали это оружие, мы никому не собираемся давать, да, и в этом плане такой жесткий нейтралитет держат, да, в плане вот в этом контексте, да, но при этом у нас очень активно все-таки используется вот этот тезис о том, что вот-вот может начаться война, да, с Грузией. С другой стороны, мы видим явное такое потепление отношений, да, там дипломатических отношений, конечно, еще нет между Грузией и Москвой, между Россией и Грузией, да, но все-таки вот такой вектор отношений, он достаточно позитивном русле идет, да, то есть они, Москва и Тбилиси начинают сближаться, да, по крайней мере, вот это на уровне там грузинской мечты идет, да, там это направление, да, установление более таких деловых отношений, улучшить климат, идет явное улучшение климата в отношениях российско-грузинских. Как вообще нам в этой плоскости быть, да, там, то есть мысли о том, что, ну, как бы такой тезис о том, что если Грузия там с Москвой вдруг опять восстановит отношения, это может отразиться на нашей как-то независимости, да, там Грузия может так договориться с Москвой, что в конце концов Москва... Я думаю, вы знаете, не надо относиться к политике как, не знаю, к наивному рыцарскому роману средневековому. Вот. В внешней политике всегда стержневым моментом являются интересы. Вот. Грузия такую политику сейчас проводит, потому что это в ее интересах. Вот. Честно говоря, я не вижу какого-то, как некоторые сейчас пытаются представить, что в мире происходит цивилизационный раскол. Никакого цивилизационного раскола, на мой взгляд, нет. Есть противоречия. Раскол по интересам. Есть противоречия, которые между элитами. Вот. Которые не удалось урегулировать, не буду говорить, кто там прав, кто виноват, не удалось урегулировать путем переговоров, хотя такие попытки предпринимались. Скорее всего, конфликт, он, конечно, будет носить затяжной характер. Как он будет развиваться, прогнозировать трудно, потому что тут я не думаю, что существуют какие-то возможности аналитические для того, чтобы предсказать детально, как будут развиваться события. Вот. Тем более мы являемся настолько малой единицей, что даже небольшие изменения для вот этих ведущих игроков, они для нас могут быть фатальными. Вот. Поэтому мы должны, что называется, нос по ветру держать. Вот. Мы не раз с тобой говорили, допустим, о возможностях транзита. Вот. Почему это важно для нас с точки зрения не только экономической, но и политической. Потому что если, допустим, удастся сформировать какой-то международный проект, в котором участвовали бы там Россия, Турция, страны Южного Кавказа, мы на взаимовыгодных условиях, вот такие международные проекты, они вызывают, во-первых, интерес у бизнеса, бизнес начинает к ним подтягиваться, идут инвестиции. Вот в таких областях, в таких случаях вероятность конфликта вооруженного на территории снижается. Вот. Но политика же такая вещь перманентная. Это то, что ты сделал, допустим, вчера в плане безопасности, это совершенно устарело на сегодня. Естественно, нужен инструмент обеспечения безопасности.
обеспечение безопасности нашего государства, исходя из наших возможностей и наших критериев обеспечения безопасности. Вот, вполне возможно создать такие инструменты, которые заметно снизят желание решать отношения с нами вооруженным путем. Вот такая возможность у Абхазии, на мой взгляд, и есть. Вот. Параллельно, естественно, нужно вести большую дипломатическую работу. И, еще раз говорю, сделать так, чтобы Абхазия была участником подобного рода проектов. Это вопрос чрезвычайно для нас сейчас актуальный. И тем более, что ты сам сказал, что идет некое потепление между Россией и Грузией. Вот этим потеплением нужно тоже воспользоваться в своих интересах. Понимать, что наши интересы ни для России, ни для Грузии, ни для США, ни для кого не являются первичными. Вот если нас тоже признали не потому, что мы такие хорошие, замечательные, а потому что сложилась так геополитическая ситуация и произошло совпадение интересов. России с нашими в данном случае, понимаете? Вот, мы на этом уже длительное время мы обеспечиваем наши экономические возможности, нашу безопасность. Вот, сейчас ситуация складывается по-другому. Вот. У России трудности возникают. Вот. Поэтому мы должны подумать, как мы с ее же участием и с участием других игроков заинтересованных могли бы эти проблемы решать. С другой стороны, мне кажется, все-таки мы говорим о транзите, да, там была создана рабочая группа при администрации президента, которая занимается вопросами транзита, но мне кажется, мы упускаем некий все-таки другой политический момент, внешнеполитический момент, да, то есть в силу того, что сейчас идут серьезные перетрубации геополитического характера, и в том числе у нас в регионе, да, эти изменения, они еще стали видны после Второй Карабахской войны, да, то есть изменения этой геополитической картины в регионе стали видны, но тем не менее, в общем-то, да, сейчас ситуация, опять же, достаточно напряженная между Арменией и Азербайджаном, но тем не менее есть некая альтернатива мирного разрешения этого конфликта, да, возможно, окончательно какие-то точки в этом конфликте не будут поставлены, но тем не менее есть возможность как-то трансформировать этот конфликт в некую иную плоскость. И мне кажется, здесь мы упускаем возможность как-то опять тоже переделать наш существующий грузино-абхазский конфликт, перенести в другую плоскость. И с учетом этого, этих каких-то изменений, происходящих на Южном Кавказе, да, как-то встроиться в эту картину и сделать ее общей, в общем-то, сделать хорошим, наверное, территорией, которая была бы, наверное, в котором, да, существуют различного рода конфликты, но тем не менее была бы некая договоренность о том, что все, не будет каких-то военных действий, будут открыты коммуникации, там пойдет сотрудничество в различных сферах, в том числе экономическое, экологическое и так далее. То есть куча всяких вещей, которые можно, идей запустить. Насколько есть возможность все-таки Абхазии встроиться в эту общую южнокавказскую картину? Или это будет все идти отдельно? Есть армяно-азербайджанский конфликт, есть грузино-абхазский, есть Если говорить о среднесрочной и долгосрочной перспективе, Южный Кавказ вернется к своему функционалу. Его функционал, если о международном функционале говорю, это транзитная территория, мост, связывающий Переднюю Азию с Европой.
Вот. К этому функционалу условия могут меняться, роли игроков могут меняться. Вот. Но к этому функционалу Южный Кавказ вернется. Абхазия это должна понимать, что здесь вечной тупиковой зоны не будет. Вот. Поэтому нужно разрабатывать модели, в которых мы будем, пусть небольшим, но необходимым участником. Не камнем преткновения, который мешает, да, потому что мы знаем, как размораживаются конфликты быстро. Старые конфликты, которые казалось, что они никогда не возникнут. Да. Недавний пример у нас есть, вот Нагорного Карабаха. Вот, поэтому нам, исходя вот из этого, нужно долгосрочную свою стратегию вырабатывать. Взаимоотношений с окружающим миром. Вот. А что касается трансформации конфликта, ну, надо помнить истоки конфликта. Ну, конечно, у него были экономические причины, естественно, потому что шло освоение нашей территории фактически с советских времен. Вот. И мы все больше оказывались на обочине этого процесса. Вот. Абхазский народ все больше оказывался и демографическая ситуация менялась резко не в нашу пользу. Экономическая ситуация, контроль над экономическими ресурсами. Уже стоял вопрос о потере нами политического контроля над собственной территорией. Вот. И мне кажется, с таким триггером этого всего стала политика национального унижения. Когда абхазов объявили какими-то пришлыми, бастардами, вот, просто всякие бонусы, которые там грузинские власти, поддельные политики обещают, там, в виде преференций экономических, этих, как называется, каких-то кредитов, это ничего не сработает. Потому что если вот следить как за дискурсом, который в грузинских средствах массовой информации, в соцсетях, все те же клише, которые вызывают чувство законного оскорбления. Ну да, там все-таки превалируют реваншистские такие настроения, да? Все те же суициды, все те же там, потом такое пренебрежительное отношение. Да. Вот если грузинское общество перестроит свое сознание в том направлении, что абхазы являются отдельной нацией, с которой нужно выстраивать отношения на основании взаимного уважения, вот, и взаимного интереса, потому что отношения между нациями не могут строиться на односторонних каких-то вещах. Вот. Если вот это произойдет, изменение в сознании, вот, то мы приблизимся к урегулированию конфликта. А те вот проекты, о которых мы с тобой говорили, они являются одним из возможных, как сказать, благоприятным фоном для таких политических решений, на которые, мне кажется, пока грузинские политические круги об этом даже не задумываются. Вот такое у меня впечатление, исходя из того, что я читаю в средствах массовой информации. Ну, я думаю, в сознании общества, в общем-то, мало что изменится, если, в общем-то, сама элита не будет проставлять какие-то акценты. Это информационный фон. Даже если в стране существует свобода слова, разные элитарные группы, они формируют информационный фон. Что касается отношения к Абхазии, вот здесь, мне кажется, какое-то единство. Вот в том смысле, о котором я говорю. Ведь в этой плоскости очень сложно в силу того, что, опять же, мне кажется, допустим, начиная с 2006 года, когда у власти был Михаил Саакашвили, началось некое переформатирование грузино-абхазского конфликта, в грузино-российский, в 2008 году закон об оккупации, это идеологическое... Это все было сделано, исходя из внутриполитических соображений и исходя из высокомерия.
Потому что, ну как, вот вооруженную фазу конфликта проиграли абхазам. Да, ну да, мы не одиноки были. Но мы, во-первых, абхазские политики смогли убедить окружающий нас мир, чтобы они нас поддержали. Те же народы Северного Кавказа. Вот. Это же часть абхазского политического дискурса была. Вот. Поэтому вот это как раз показатель высокомерия, что это не грузино-абхазский конфликт, а грузино-российский. Потому что Россия крупная страна, и ей не так грешно вот военную фазу проиграть. Но мы же не должны, это же мы не хоккеем занимаемся, мы должны думать о длительной перспективе. Вот. Я говорю не о природе, допустим, вот того, чего ты говоришь. Я говорю о том, что вот эта составляющая, то есть вот эта форма, когда нет грузино-абхазского конфликта, есть конфликт между Грузией и Абхазией, которая, в общем-то, сейчас уже присутствует там, да, вот в такой идеологической форме, да, в Грузии, да, то есть Саакашвили ушел, он сейчас в тюрьме сидит, но тем не менее вот этот продукт, его не сдали в утиль, да, и то есть всем понравилось, то есть вернуть, в общем-то, как бы вот этот конфликт назвать грузино-абхазским, то есть уже понять, в общем-то, какой же у тебя конфликт, да. Достаточно же учебники прочитать. Ну, ты знаешь, все-таки учебники, наверное, за последние там, лет 15-20, я думаю, тоже сильно изменились в этом плане. То есть они подогнаны вот под российско-грузинский конфликт. Учебники, рассказывающие о том, кто такие абхазы. В этом плане, к сожалению, мало что поменялось. Я думаю, для начала все-таки, наверное, грузинским элитам нужно все-таки понять, что у них не только есть российско-грузинский конфликт, но и в отношении Абхазии есть грузино-абхазский конфликт. Да, наверное. Вот, ты же видишь, что сейчас ты сам сказал, отношения между Россией и Грузией потеплели. Отношений между Абхазией и Грузией нет. Никак не потеплели. Значит, есть грузино-абхазский конфликт? Ну, значит, надо, в общем-то, если ты хочешь... А они не могут потеплеть от того, что потеплели грузино-российские отношения? Конечно, это перед нами поставит новые вызовы, но наши отношения, просто как следствие улучшения российско-грузинских отношений, наши отношения с Грузией не улучшаются. Хотя бы это говорит о том, что между Абхазией и Грузией существует конфликт. Ну, с другой стороны, мне кажется, если отношения между Москвой и Тбилиси улучшаются, и они заметно улучшаются, мне кажется, есть возможность у нашей власти, там, у нашего МИДа все-таки через Москву давить на Тбилиси, чтобы вот этот... Ну, я думаю, что нужно, что здесь не вопрос давления какого-то. Давлением такие вопросы, давлением такие вопросы надолго, во всяком случае, не решаются. Здесь нужно слово, может, не то подобрал. Здесь надо использовать дипломатические каналы, площадки, Женевскую ту же площадку, для того, чтобы взять и обсудить аргументы друг друга. Активизировать этот переговорный процесс. Просто хотя бы не заниматься просто обменом заявлениями, как у нас сейчас происходит. Вот. Кстати, не совсем удачные часто заявления вот, звучат. Вот. Не заниматься обменом заявлениями, а нужно обсудить прошлое и будущее. Это взаимосвязанные вещи. И это можно сделать с участием России, и с участием Грузии, и с нашим участием. Там осетины участвуют. Ну, осетинский вопрос, при том, что он слит в одну, там, что называется, колбу с грузино-абхазским регулированием. Отличается. У него есть значительное отличие, это надо понимать. Поэтому до 2008 года грузино-абхазский конфликт, грузино-российский и грузино-осетинский конфликт, они рассматривались отдельно, шли отдельные процессы. Вот. А сейчас их смешали, и мне кажется, это создает проблемы и для осетин, и для нас. Вот.
Не только проблемы для сети, не для нас, я думаю, в том числе и для тех же грузин, которые... Ну, грузин что, у них как раз, у них же конфликт, как они, вот уже грузинская сторона, я всех не имею в виду, там есть люди, которые прекрасно все понимают, на экспертном уровне есть люди, которые понимают истоки, знают истоки конфликта, все это знают. Вот. Если говорить о политическом руководстве Грузии, они же говорят, что это у них с Россией конфликт, так что им все равно, как рассматриваются эти вопросы. Но, тем не менее, нам, в общем-то, надо думать о своем, о том, как развиваться. Вообще надо больше думать. Да, больше думать. Больше думать, да. И создавать, наверное, к сожалению, вот мы находимся в такой активной стадии, когда мир быстро-быстро меняется, но у нас мало, наверное, всяких экспертных площадок создается, мало различных вариантов предлагается, как нам быть в той или иной ситуации, как развивать экономику, какая наша должна быть внешняя политика. То есть... Я могу сказать, что так, как делает наша власть, наша политика отдельно, общественное мнение и общество отдельно, так не получится. Это чревато большими потрясениями политическими. Поэтому так долго не пойдет. Поэтому надо, еще раз говорю, всем браться за ум, и тем, кто решает государственный вопрос, вот они должны понять, что такая метода, она к хорошему не приведет. Ну, давайте подводить, в общем-то, итоги. И мы со Стамуром Таня, с нашим постоянным экспертом, подводили итоги прошлого года, говорили о перспективах на будущее и, в общем-то, пришли к выводу, что надо все-таки о чем-то договариваться, и чтобы договариваться, надо, наверное, те экспертные, создать различного рода экспертные площадки, вырабатывать пути не только выхода из сложившегося нашего кризиса, такого хронического внутреннего, да, но и искать пути развития и для нашего государства, и для нашего общества. Я благодарю вас всех. Да, вы можете нас смотреть, я еще раз напомню, что вы можете нас смотреть на YouTube-канале «Чегемская правда», можете смотреть наши передачи на странице Фейсбука одноименной. Еще раз со всеми прошедшими праздниками. Работаем дальше. До свидания. До свидания.